Зирощу Мазыги. Приветствую всех участников круглого стола. Но сейчас я вам представлю статистику Министерства просвещения, и мы постарались дать срез 5 лет. Постарались быть относительно так объективными. Знаете, на мой взгляд, я вот буду комментировать, немножко не хватает глубокого более анализа, так как у нас все-таки это совершенно другая работа, и как-то сейчас я вам объясню. В среднем, в общем, у нас в системе образования 153 школы. 153 школы, да, и вы видите здесь самое большое количество школ – это в Гудаутском районе, Очимчирском районе, потом идут Гал и Гагра, и уже потом город Сухум, Тхварчал, и самое низкое, вы видите, количество – это Гулирипш и Сухумский район, Гулирипский и Сухумский район. Так, теперь я бы хотела тоже показать вам наглядно по таблице вот этой количество сельских и городских школ. Вы видите, количество городских школ 41 школа. При этом вот хочу, чтобы вы обратили внимание, количество учеников в городских школах 17 579. Количество сельских школ 112 и количество учеников там 10 815 человек. Вы видите, какой идет сильный перекос. Теперь будет количество учеников. Опять-таки срез с 2018 года у нас идет. Вы видите, в общем-то, по вот этим столбцам, по этой диаграмме, что количество так особо не увеличилось. Вот единственное, что вот 22-23 год 29 тысяч. Но за счет кого это вопрос у нас открытый, это надо анализировать. Теперь посмотрим количество детей, которые идут в первый класс. Самое большое было количество, это вот в первый класс, это в 19-20 годах. Потом это оно гораздо уменьшилось. Но гораздо тоже не сказать. В общем-то, идет все равномерно. В среднем, да, ежегодно где-то 2600-2800 детей идут в первый класс школы. Теперь количество детей. Вот посмотрите по школам, по районам. Самое большое количество детей это у нас в городе Сухум. Если у нас общее количество наших детей 29 131 тысяча, то 10 тысяч это на город, выходит на город Сухум. Самое низкое количество это Сухумский район. Хочу обратить внимание, посмотрите вот сюда. Теперь это получается, на втором месте у нас Гагра идет, на третьем Гудаутский район, и уже потом идет Гальский район и уже Чимчира. То есть в Гальском районе количество детей тоже немало. Вот хочу обратить на это внимание тоже. Дальше следующее. Теперь вот на эти круги, вот на эти пироги хочу показать вам таким образом, какое количество абхазских школ у нас в системе образования. 58 школ с абхазским языком обучения. И из них 12 только городские, все остальные сельские. То есть основно вот в этих 12 школах все сосредоточение всех вот этих наших школ, детей, которые живут тоже в сельской местности. То есть они все переместились туда. Связано это с тем, вот мы стали спрашивать, с чем это связано, почему вы своих детей привозите, определяете в городские школы. Они объясняют тем, что они там работают, многие из них. Второй момент, конечно, момент престижа школы. Вот это тоже, конечно, играет определяющую роль. 55 школ с русским языком обучения, 16 школ это двухсекторные, то есть и русские, и абхазские школы сектора, и 24 это с армянским языком обучения. Хочу по национальному признаку теперь 10 203 учатся наших абхазских детей в абхазских школах. В абхазско-русском секторе, обратите внимание, вот то, что желтым, это русский сектор, а вот эта маленькая зеленая такая прослойка, это абхазский сектор. То есть вот эти 1200 человек, это наполняемость, конечно, там очень слабая. И 11 109 – это школы с русским языком обучения, такое количество там. Но там и абхазские дети, там и армянские дети, там и все другие национальности.
Хотелось бы обратить внимание, тоже вот мы стали изучать, какое количество абхазских детей учатся в неабхазских школах. В неабхазских именно школах учатся 5083, да, в неабхазских школах, то есть это, да, именно абхазских детей, Апсуамацара, да, Апсуамацара. В общем итоге, вот я хотела бы тоже обратить на это внимание, 58 абхазских школ, 95 это школы на другом языке обучения. Но говорить о нашей национальной безопасности, размоет нас или нет, это уже делайте выводы вы сами, я думаю, что это все понятно. Хотелось бы обратить внимание на количество выпускников школ Гальского района. Там общее количество детей, как я выше отметила, 2769, там в течение 5 лет, в общем-то, держится эта планка. Там то ли 2600, 2700. Но посмотрите, выпускники, куда они все уезжают. Это 34% уезжают, ну, это в зарубежье ближнее, как говорится, это в вузы Грузии. Наш университет, к сожалению, ну, как бы в этом смысле принимает очень мало детей. Но обратите внимание, там половина никуда не поступает. Вот это никуда, которое не поступает, тоже вопрос. Куда они уезжают? Они остаются на месте или они опять уезжают на заработки? То есть все эти годы мы воспитываем детей для чего? Для нашего государства или для какого-то другого? Тоже очень большой вопрос. Это теперь количество наших учащихся в СПО, то есть среднепрофессиональное образование. Тоже в течение 5 лет стабильно держится. Хотя вот там и улучшились гораздо условия, все, в общем-то, и вы видите, с развитием туризма, это гостиничный бизнес там очень востребован, поварское дело востребовано. Но, тем не менее, нельзя сказать, чтобы там очень существенно повысилось. Там тоже где-то в среднем учатся у нас наших детей 500 с чем-то человек. Теперь это детские сады. Количество тоже опять детских садов 39, хотя у нас 40, но почему-то 40-й находится на территории Ингургеса, и он на сегодняшний день, ну, никак нам, мы не можем с ним, да, они по их программам работают, и все как-то вот тоже, это тоже вопрос. И количество этих детей 4512 детей. Шейвиза губ апсу губ кахамов. Вини визейш аурус губ кахамов. Насасара колупизбан апсу губ каха гира расшаза ризбан апсу басшах учбахча уинас еусхырный язык чтоб хёза ризбан ва брестара замцбой. Знаком гона саккула ракогес фахит зеге хацахвари методологию. А методика хамсахар ада уизеге шкац хацарге таглаза чачупцахату. Вот это я взяла такую таблицу по Сухуму. В принципе, такое распределение контингента по всей Абхазии. То есть, что происходит? Здесь, посмотрите, школы, 4 школы, они, значит, там, да, они, то есть, все ринулись туда. 7-я школа, казалось бы, вот эта школа депо, ну, аккуратненькая, все, учатся 250 человек, а мощность этой школы 1400 человек. То есть, вот так. Сегодня самые, ну, то есть, вот это неправильное распределение школ тоже, в свою очередь, конечно, играет тоже свою роль. У нас есть проект целевой ведомственной программы по современной школе Абхазии. То есть это один будет из таких проектов, мы хотим, я думаю, что нас поддержат, которую мы потом будем тиражировать на всю страну. Этот проект, мы думаем, что как-то улучшит ситуацию в системе школьного образования, так как это будет единый образовательный комплекс, где сильная школа берет под себя более такую слабую школу, но вместе с тем они начинают активно функционировать. Но надеюсь, что такие проекты будут нами поддержаны, и, конечно, что здесь и говорить.